Приветствует информационная служба телеканала «Грозный», в студии Милана Манаева. Здравствуйте. Гордость и достопримечательность Урус-Мартана. Как идет возведение школы хафизов, проверил глава республики. Как правильно толковать джихад? Лекцию на актуальную тему прочитал министр вакуфов и исламских дел Кувейта. Шарлатанская деятельность на особом контроле. Рамзан Кадыров провел разъяснительную работу с так называемыми целителями. Генеральная уборка в субботний день. В Октябрьском районе прошел массовый субботник. Глава республики Рамзан Кадыров принял участие в заседании правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития СКФО во главе с премьер-министром России Дмитрием Медведевым. В Черкесск съехались также федеральные министры и руководители регионов Северного Кавказа. Здесь обсудили перспективы развития сельского хозяйства, процессы разминирования и другие вопросы. В Карачаево-Черкесии побывала наша съемочная группа. Слово Алевтине Банадыковой. Премьер страны Дмитрий Медведев в Черкесске провел заседание правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа. На заседании также обсуждались перспективы развития сельского хозяйства и итоги работ за прошедший год корпорации развития СКФО. На встрече с председателем правительства присутствовали и главы субъектов СКФО. С Дмитрием Медведевым встретился и глава республики Рамзан Кадыров. В таком составе с федеральными министрами и главами субъектов заседание в 2013 году прошло впервые. Под председательством премьер-министра страны обсуждались самые острые для всего Северо-Кавказского округа вопросы. Также подводились итоги проделанной работы и определялись конкретные шаги. Главная тема – развитие агропромышленного комплекса. Дмитрий Медведев напомнил, в декабре 2012 была утверждена государственная программа по развитию СКФО до 2025 года. В соответствии с ней и ведется работа с инвесторами. Одними государственными вложениями ситуацию в округе не изменишь, подчеркнул премьер. Из федерального бюджета на развитие сельского хозяйства было направлено более 38 миллиардов рублей. Нужно создавать для инвесторов благоприятные условия. Им важно знать и о развитии СКФО, и о возможностях ведения бизнеса, в том числе о природных и географических особенностях региона. Аграрно-промышленный комплекс является системообразующей для экономики Северо-Кавказского округа. В отличие от большинства регионов нашей страны, здесь преобладают фермерские хозяйства, включая индивидуальных предпринимателей и другие малые формы хозяйства. В 2012 году в округе насчитывалось более 68 тысяч крестьянских хозяйств и индивидуальных предпринимателей. Они производят 2/3 продукции сельского хозяйства в округе. Кроме того, в силу природных причин, традиций на Кавказе сложилась определенная специализация как в растениеводстве, так и в животноводстве. В Чеченской республике доля животноводства в структуре валовой продукции составит не менее 80%. В Ингушетии, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии немного меньше. В структуре животноводческой продукции планируется увеличить удельный вес мяса и молока. В нашем регионе до 45 и 40%. Это коснется и других субъектов СКФО. В овцеводстве также планируется развитие тонкорунного и мясошерстного направлений в Ставропольском крае и Дагестане, мясного в Карачаево-Черкесии и Чеченской республике. Министр сельского хозяйства страны гарантировал производство высококачественного зерна в степных районах Дагестана и Чеченской республики. Здесь также отметили развитие форелевого хозяйства в целом в округе. В нашей республике данная отрасль активно развивается в Тункалинском районе. С учетом благоприятных климатических условий в округе возможно и должно получить развитие такие направления, как аквакультура, прудовое и сельскохозяйственное рыбоводство. Совместно с Минпромторгом разработать программу внедрения бренда качественной продовольственной продукции с акцентом на экологический аспект, на что внимание представитель правительства. И органам исполнительной власти рекомендуем разработать региональные целевые программы, предусматривающие реализацию соответствующих направлений по названным темам. Уровень безработицы в селе снизился 2 раза, зарплата тружеников земли увеличилась. Участие федерального бюджета в развитии АПК оценивается в 80 миллиардов. По словам Дмитрия Медведева, необходимо усилить развитие племенных баз.
молочного и мясного скотоводства, виноградарства, а также создавать центры по хранению, переработке и сбыту продуктов АПК. Здесь также затронули вопросы, касающиеся проведения весенних полевых работ. Рамзан Кадыров, председатель правительства, озвучил сразу несколько основных проблем. Одна из них касается разминирования. Она тесно связана с землей и с самим сельским хозяйством. Если не ускорить темп работ в этом направлении, то, по словам главы республики, потребуется лет 50, чтобы решить возникающие проблемы. Обсуждать вопрос по мелиорации. И тоже вот так иначе идет таким ходом, что нам сельское хозяйство должно таким темпом, мы не восстановим, нужно просто предоставить. Поэтому я бы попросил еще раз, чтобы вы на это обратили внимание и дали соответствующее поручение, чтобы ускорили темпы. Вопрос разминирования земель глава республики не раз инициировал и раньше. В 2010-м Рамзан Кадыров обозначил решение одной из главных проблем Чечни – заминированные сельскохозяйственные земли. На расширенном совещании в Грозном с участием главы государства были озвучены данные, которые сами говорят за себя. Десятки тысяч гектаров остаются непригодными для обрабатывания. И это в республике, где сельское хозяйство занимало львиную долю всей экономики. Разминирование сельскохозяйственных угодий и лесных массивов – это тоже самый проблемный вопрос у нас, один из самых проблемных. 14 тысяч гектар, судя по той справке, что мне подготовили, разминировано 33. Ну, знаете, это, конечно, вообще позор, потому что мы занимаемся помощью на дружеских началах в разминировании иностранных территорий. По расчетам военного ведомства, на полное очищение чеченских земель отменить необходимо более 3 миллиардов рублей. Заминированными остаются больше 4000 гектаров. Помимо потенциальной угрозы жизни и здоровью населения, минные поля держат в плену и плодородные земли. Освобождение земель позволит создать рабочие места и заполнить рынок местными продуктами. При разминировании данных сельхозугодий, сельхозпроизводители нашей республики получат более 10 тысяч зерна или в том или ином виде. То есть жители нашей республики будут обеспечены яровыми или озимыми. Главу республики поддержал и полномочный представитель президента страны в СКФО Александр Хлопонин. Он своими глазами видел то, что происходит с землями республики. Слушайте, а сколько это стоит? Потому что мы вот действительно здесь сидим, говорим про развитие сельского хозяйства, где-то есть хорошие примеры, ну, везде есть, на самом деле, в каждой республике здесь, естественно, в Ставропольском крае. А с другой стороны, если у нас не разминировано, ну, о чем говорить? Значит, я этим занимался несколько лет, там еще работая президентом. Какие деньги все-таки, в каком объеме? Председатель правительства Дмитрий Медведев со всей серьезностью отнесся к проблеме, поднимаемой главой региона. Если вы дали поручение, то там какое-то общее решение, если эти деньги там, то выделять хотя бы на счет правительства, то мы могли бы там работать. Потом мы друг друга не могут договариваться, там спорят, там, не знаю, какие-то цифры там. И собрание нашей республики, там у нас каждый, там, раз бывает случай, гибнут, там, коровы, там, люди, там, все, что угодно получается. Вот что, знаете, Тема эта действительно тяжелая, и надо ее закрывать. Я хочу, чтобы у меня встреча на эту тему прошла. Александр Геннадьевич, вы подготовьтесь, значит, соответственно, с руководством республики, с Минфином, и надо деньги выделить. Разумные деньги, но нужно это делать, потому что мы не можем продвигать мирную жизнь, нормальную, тем более развитие сельского хозяйства, если там будет эта проблема. Значит, подготовьте там, за пару недель предложение, соберемся. Я лично соберу. На заседании также обсудили работу с инвесторами. Ее ведет Корпорация развития Северного Кавказа. За 2 последних года ею проанализировано 100 инвестиционных проектов, из которых одобрено 16. Среди них есть и 2 проекта, касающихся Чеченской Республики. Предполагаемый объем вложений порядка 100 миллиардов рублей при соразмерном участии корпорации. Совокупный эффект должен составить 35 тысяч рабочих мест. Лидером по ожидающимся налоговым поступлениям из профинансированных проектов считается на данный момент инновационный строительный технопарк «Казбек» в Шалинском районе. Эффект от его реализации специалисты оценивают в 700 миллионов рублей годовых налоговых отчислений. Помимо этого, регион получит более 200 прямых и 2000 косвенных рабочих мест в сопутствующих бизнесах и качественные современные строительные материалы.
Ассортимент выпускаемой продукции будет включать автоклавные газобетонные блоки и плиты, сухие строительные смеси, фиброцементные плиты и строительную известь. Еще один проект – всесезонный горнолыжный курорт «Ведучи». Проект предполагает 19 трасс разных уклонов и сложностей. Самая верхняя точка на высоте 3500 метров над уровнем моря. Это даже выше, чем в Олимпийском Сочи. После обсуждения основных вопросов заседание комиссии продолжилось, только уже без прессы. Левтина Банадыкова, Халид Мавсаев, Ясмина Гацаева, Фатима Магомшарипова, Ваха Кантаев при поддержке пресс-службы главы правительства Чеченской Республики. Новости. Школа Хафиза в Урус-Мартане станет одной из достопримечательностей района. Как продвигается строительство духовного учебного учреждения, проверил глава республики. Кроме того, Рамзан Кадыров побывал и на месте расположения будущего стадиона. Подробнее обо всем Луиза Андиева. Строящаяся школа Хафизов на 200 мест имени Харона Алаудинова, отца заместителя министра внутренних дел, начальника полиции МВД по Чеченской Республике, уже впечатляет своим дизайном и архитектурной задумкой. Ее возведение началось по указанию главы региона еще в августе прошлого года. Рамзан Кадыров с соратниками сегодня приехал в Урус-Мартан. Посмотрев, отметил темпы строительства, а также восхитился красотой проекта. Однако предусмотрены здесь и необходимые удобства. К примеру, подземный переход, который будет связывать жилой комплекс для муталимов и саму школу. Учебные и административные корпуса, общежития, мечеть – все это вместит в себя школа Хафизов. Ограждение практически завершено. Оно отделано тавертином и короедом, так называется разновидность штукатурки. Этот объект уже стал достопримечательностью района, за что жители благодарят Рамзана Кадырова при первой возможности. Школа Хафизов обещает быть самым красивым объектом в Урус-Мартане, но и другие проекты будут радовать горожан. Вот этот стадион, рассчитан на 1200 мест, тоже на стадии завершения. Урус-Мартан за последний год намного преобразился. Здесь идет восстановление старых зданий школ и других государственных объектов. Некоторая часть дорог отремонтирована, но предстоит сделать еще больше. Таково поручение главы республики, и его выполнение заметно в любом уголке района. Урус-Мартановский район один из самых густонаселенных. Еще совсем недавно казалось, что мечеть имени Вахи Джамалханова вместит всех молящихся. На строительство религиозных образовательных учреждений и политика руководства региона, направленная на духовное развитие общества, дали свои позитивные результаты. В скором времени Урус-Мартан превратится в красивый современный город, уверен Рамзан Кадыров. Поскольку идет демографический рост, этот район должен отвечать всем необходимым требованиям. Луиза Андиева, Тамерлан Арсенукаев при поддержке пресс-службы главы правительства Чеченской Республики. Новости. Деятельность шарлатанов на особом контроле. Такие люди утверждают, что могут избавить от тяжелых недугов и сделать человека счастливым. Глава республики встретился с так называемыми целителями. О чем говорили, знает Ясмина Гацаева. Они обещают карьерный рост, финансовое благополучие и семейное счастье. Однако у главы возникает резонный вопрос. Почему тогда сами они всего вышеперечисленного не имеют? В актовом зале мэрии собрали тех, кто якобы лечит от всех недугов и помогает людям обрести счастье. Иначе как шарлатанами их и не назовешь. Ты сама счастливая, да? Несчастливая, да? Почему ты не делаешь себе, да, карьеру, дом, дети, счастье, да? Для себя почему не строишь ты это, да? Она знает, что это женщина, да?
Меня заставляет джин это сделать, обманывать людей просто. Хоть шай ищу. Суок, а гейн, гисун, хуня, гейн, гисун, хуня, хрисун, бог, и пичуч. Чё, ойсет, вот, чё, хаусейш? Чё, дюза, ну, кол, бел, хаусейш? Шаш, худеш, хаусейш, шаш, ирси, он бакиш, хаусейш. Судя по рассказам, к так называемой знахарке Оле обращались в основном люди, желающие благосклонности руководства и, соответственно, повышения на работе. По словам Рамзана Кадырова, наличие в районах таких колдунов в первую очередь недоработка местных властей и правоохранительных органов. Şun boyçer bu. Şu ama ele Saudi büyükmüş. Sen nah fitness bu nah iz bu. Üç büyükmüş şu da deri vatse nah dat kamdat şat irsiyet büyükmüş şu elcan. Ha? Şu şey şu da düş. Sameyçini sabit bir. Sameyçin porçine doğan. Sodan öyle yolcana porç ayakı. O şey bu porç yüzünden doğan şey porç. Ne güzel doğan şey. مش قضية ساعات يزودوا ايه يا احمد ايش ديلك شنو شيء شو شاش من الانسيه شنو شيء ما اشناح ليه بيسبوي ناح شو شاش اسناح دون جنس مش شاش ليه في ما شيء دون يحتاج يشناح ليه بقى. Впрочем, многие из них сами признают, что обманывают людей. Кто-то наживается, другие просто одержимы и нуждаются в лечении. Тем не менее, имеют наглость утверждать, что ничего противоречащего исламу не делают. Более того, эта женщина заявляет, что глубоко изучала религию. Насколько ее слова являются абсурдными, доказывает всего лишь один вопрос. مختار معرفة الإسلام إيمان آمين. معرفة الإسلام بوشين да. Другой целитель вообще возомнил из себя профессором медицины. Говорит, что лечит детей, страдающих ДЦП и астмой. Самое удивительное то, что чудо-инструмент, который делает больных здоровыми, это обычная открывалка. مو بقى كده وين بير إيش بير صدى ليش بال طبق مو بقى عندنا بير حدا اتكواك مو يا دون ديسان اتكواك بانك تعال اتكواك سيرك شتي تساوي شيء داري ومت يقرا خيل دار أتبعنا بير حلق دار إيش دق تعال تعمت ياك أو تعب بالات يا نا جين لازلت ويدانا جيني لازم هذا أسبوع ناحية أسبوع شو بيوخم شو ده شيء ده ليه نعم شو تقول شو ناخذ خير ده خير هو ده خير هو يعني هو نعم خير هو نعم ده كده اش مو ده اش نعم مو اللي ناخذ حيز بوش شو عمود ده وايش نجي ميليتش غلاوش قيدنش تيجي تاع انا حبودي اس اش بيحكي بالباطل شو بيحكي شيء لو اللي ساكن يعني Богословы утверждают, помимо прямой угрозы здоровью людей, деятельность таких людей опасна еще и тем, что подрывает семью изнутри, что чревато распространением других негативных явлений – наркомании, алкоголизма и преступности. دوزل برت بوخر بحندولش خلشيق ومخكح دوزل برت بوخ واش دول هم هدوتيه الله كورجي تون ويلاين ديك تلات اللي نحيش بوز بونش الليل واش خيل دوش دول هما خيلر بحندولش ومخكح برت بوخش خد الليرتون تو هو باخر تشيرش داير زينوي هينز وي دوزل برت بيش بيرش نينخ تقاستوش اشت بيرتع داخ ديز ويبوخشه اتان اح استنج او قحيقا حار ال مفتياتن تدلنج خيناح يخ اتل دولنج خيناح ابرت بوخ واش دوش دول اقوري حلغر هما ويبتش وتدن بنا تت اح بوخ بوليچه الا كودر بوز بونچل ليل در بهاندوش بوخش بو دق بولو ابرت
Но это не все. Якобы желая людям помочь, так называемые целители на самом деле лишь препятствуют лечению. В итоге больные теряют время и шанс вернуть здоровье. شيء باطخاء شيء ليه بتخاء استقتلوا تشاتون درب بوشا شيء خيط خطك دوت أدمي موكشلا تصلشتل هما إذا بيكش باتي موكشل قليل تاع لزر بهندور استق كشي وقت رلشهم دو إذا تندلا أتنا أجر دخ دوشتون زون هدو التاح استقت باز ما أنشلي لش بول ناهنا وديل مصر تأويخشة شيء تدرب خدها ترتيع بوشت إميل ليلة تين درب اليوريها أو لزر خلاتر له قرآن درب يش خلاتر له إذا شين هو لزر دو تصو ساعتيش تأويخ إتون لزر جينا دولة تون زفوستيت يا شرح شين شرح إلير شح تون لزر تشغله شيطان ناقصتبوش تون ديلا ساعد أويشك شيطان أويشو تاجر درب تشني ديردات ترى أنديردو تون ديلا شات سون شو استجا باز ما أنشليه شو بالتو شو استجا تأسف تون ديلا تون بال إلا لورن أواويز أجر حلا لورخ شقول شين هذا ميلدو حجن أنا قاعسن لورش تأقيش دوتش اللزر دلحت أقا وين بتشو حيلان رسولتون центр исламской медицины تيجوا ماشين أوران بيش درب ديز. Сегодняшняя встреча – это итог масштабной работы по выявлению шарлатанов. Духовенство не раз проводило с ними разъяснительные беседы, предупреждали о греховности их поступков. Однако так называемые целители продолжают вводить в заблуждение жителей, обещая золотые горы и бесконечное счастье. Пагубную деятельность придется прекратить. И в ответе за это не только сами шарлатаны, но и местные власти, допускающие такие случаи в населенных пунктах. Ясмина Гацаева, Муслим Хасиев, Ибрагим Налаев. При поддержке пресс-службы главы республики. Новости. И к другим новостям. Уже в середине этого месяца в Серноводске откроется крупный спорткомплекс. За одну только смену он может принять около 300 человек. Как масштабный объект готовят к сдаче, проверил недавно назначенный первый заместитель министра по физической культуре и спорту Артем Селиванов. Обо всех деталях рабочей инспекции Ахмед Джабраилов. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Серноводске началось в 2010 году. Здание практически готово к сдаче. Как справились рабочие с поставленной задачей, проверил первый заместитель министра по физической культуре и спорту Артем Селиванов. В целом объекта у меня замечаний кардинальных не было. Единственное, по освещению, что было больше, потому что всегда во многих спорткомплексах это первая проблема освещения, недостаточность освещения. По поводу вентиляции и технических заданий данного объекта выполнено все на высшем уровне. Здание расположено на 3 гектарах земли. Здесь предусмотрена и парковочная зона. В одну смену смогут тренироваться около 300 человек. Есть и необходимый спортивный инвентарь. Глава данного района, в общем, пообещал нам и уже выполнил организацию футбольного тренировочного поля, на которое он поставил ворота, очистил территорию, организовал полностью всю работу. В принципе, там нареканий нет, и я спокоен. Всего в Серноводске проживает более 11 тысяч человек. Третью часть составляет молодежь, поэтому такой комплекс очень востребован. До сих пор молодые люди тренировались в школьных спортзалах в свободное от урока время. Сдача спортивного объекта запланирована на 16 февраля. Соответственно, на устранение замечаний осталось мало времени. Есть небольшие недоработки. В каком направлении? Это ДЮСШ у нас есть, но секций пока маловато. Они у нас акцентированно направлены. Бокс у нас на этом заканчивается. Это обидно. Волейбола практически нету, баскетбола практически нету. Здесь можно это организовать, и мы будем организовывать и в остальных спорткомплексах. В целом, проделанной работой Артем Селиванов остался доволен. Мелкие замечания подрядчик обещал устранить до вторника. Планируется, что в открытии физкультурно-оздоровительного комплекса примут участие гости из других регионов страны. Ахмед Джабраилов, Ильяс Якубов, Жамал Эль-Хажалиев. Новости.
Каким последствиям может привести неправильное толкование джихада и что означает доскональный перевод этого слова? Лекцию на эту тему студентам Курчелоевского исламского института имени Ахмата Хаджи Кадырова прочитала министр вакуфов и исламских дел Кувейта, доктор шариатских наук, богослов Усман Ахмад Абдурахим. Помимо этого, он рассказал о своей книге, посвященной первому президенту Чеченской Республики Ахмату Хаджи Кадырову. В первую очередь для гостей из Кувейта провели экскурсию по зданию, показали, в каких условиях обучаются студенты Курчелоевского исламского института имени Ахмата Хаджи Кадырова. Министр вакуфов и исламских дел Кувейта, доктор шариатских наук, богослов Усман Ахмад Абдурахим уже несколько дней пребывает в регионе с дружеским визитом. В ходе своей недавней пресс-конференции он обещал прочитать лекцию студентам религиозных учебных заведений. Сегодня он приехал в Курчелой. حالق دهنر تهن دولش حالق دوست تغوش تعشي موتر مش نتهتيش بولش نيغي نيس تقيتر دينخ إنيس لور دريتي تعيقير أويل نيغ تحنتو يحن سوتي بالور دريتي بوغ إي أويل يارجما ليلش دوشش إعالش وانت. Тема лекции «Джихад». Известный специалист по джихаду рассказал собравшимся в зале студентам о значении этого слова и о том, каким последствиям приводит его неправильное толкование. Завершив лекцию, доктор шариатских наук рассказал о своей книге, посвященной первому президенту Чеченской Республики Ахмату Хаджи Кадырову. Над этой работой он трудился почти 2 года. قالوا خدا قمو ديق دل دوالشي أقول حلق أحمد حاجي وقبلخا حلقيلات وقن أرخلي والتينر مدر إتعدا قدوشن شوزلو داقة تو ليرين يرجل تكتيك ريفرميرمانيا وقت منهج إصلاحي إهوية تنخ لاتنية قزلونيك قزجيني قزلو داقة радикалш эрдук фанатш цере делдоштол галдш. Пока книга под названием «Религиозные взгляды и исторические позиции Ахмата Хаджи Кадырова» издана в одном экземпляре. Его Усман Ахмад Абдурахим хочет подарить главе республики. Фатима Магомшарипова, Ибрагим Налаев. Новости. Проявление богобоязненности и любви к лучшему из людей. В мечети, построенной специально для потомков пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, прочитали маулид. Напомню, еще несколько лет назад по поручению Рамзана Кадырова для курайшитов возвели и комфортабельные дома в Дубай-Юрте. 5 жилых домов в мечеть на 100 мест. Эти строения имеют особое духовное значение для всех жителей нашей республики. Еще 3 года назад по поручению Рамзана Кадырова их возвели для курайшитов, потомков пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Сегодня они собрались, чтобы восхвалять лучшего из людей, пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Мавлид – собрание мусульман для поминания Аллаха и восхваления пророка, да благословит его Аллах и приветствует. В одном из хадисов сказано, каждый окажется в день суда рядом с тем, кого любит. Такие богоугодные дела в этой мечети проходят уже не в первый раз. Здесь собрались богословы из разных сел и местные старейшины. На стене в мечети плакат с изображением генеалогического древа курайшитов, на котором представлена их родословная до самой Фатимы, дочери пророка Мухаммада. Да благословит его Аллах и приветствует. مربا ديل سلام خلود سما شا دوك يزلش الله ديل شان دوك يزر شينسين أهله دوك بيدلش شاشون دوك يزر دلق خلصين أهله بيزر وش إيشر وانت إحدو ديل سلام خلود سن إيل شويش ولستغن وش بيزر بولشبو إشتوا بكي شاليرم بيش حرمت يش حبيح كان بوش دال خير موت قوبلول دال خير ساق قوبل ديل.
В исламе высоко ценится собрание мусульман для совместного богослужения, тем более с мусульманами, которым завещено быть носителями столпов ислама и проповедовать принципы истинной веры. Алхазур Керимов, Зураб Дутаев, Джамиль Ахматов. Новости. Сотрудники полиции задержали жителя Грозненского района. У Магомеда Селимхана, 1984 года рождения, были обнаружены и изъяты психотропные медицинскими препараты. Они направлены на экспертизу в криминалистический центр МВД. По словам задержанного, препараты он собирался продать. Нами, сотрудниками первого полка, совместно с сотрудниками отдела полиции Октябрьского района задержан гражданин Селимханов Магомед Идрисович, 1984 года рождения, житель села Новый Центрой, у которого обнаружено и изъято 15 флаконов тропикамед и 9 листов лирика. Долгожданный праздник последнего десятилетия наконец наступил в семье Альтимировых. Сегодня они справляют новоселье. Новый дом построили усилиями местных властей и представителями датского совета. Жилье со всеми удобствами. О всех сюрпризах расскажет Ислам Магомадов. Малика Альтимирова может передвигаться только с посторонней помощью, и делает она это только по крайней необходимости. Но сегодня повод есть. От долгожданного собственного крова ее отделяют лишь несколько метров. 2 спальные комнаты и кухня. Необходимые коммуникации подведены. Осталось только разложить вещи. Семья Альтимировых в Чечню вернулась в 2003-м. Долгие годы проживания в лагерях беженцев и скитаний по съемным квартирам и общежитиям сказались на самом дорогом – здоровье. В семье несколько инвалидов, а Малика потеряла зрение. Учитывая эти факты, администрация Натеричного района выделила участок, завезла мебель и необходимый инвентарь. Дом построили представители датского совета. Альтимировы – последняя из 180 семей вынужденных беженцев, которую вернули в Натеричный район. Были определены средства, значит, дом был приведен в надлежащий вид, приобретена мебель, предметы первой необходимости, это газовая плита, спальные гарнитуры, поверхностный ремонт полностью чакелла. И как вы сегодня видели, данная семья у нас заселена. Последние несколько лет Альтимировы проживали в этой комнате. После того, как глава семейства Руслан заболел, им выделили и вторую комнату, чтобы обезопасить остальных. Теперь они пустуют, правда, ненадолго. Нуждающихся в жилье еще много. Ислам Магомадов, Халид Мавсаев, Муслим Пицаев, Джамиль Ахмадов. Новости. Реализация республиканской программы поддержки начинающих фермеров республики продлится до 2020 года. Желающие попробовать себя в фермерстве получат государственные гранты. Многие уже открыли свое дело. С одной из участниц проекта встретилась наш корреспондент Зайнап Умалатова. Для того, чтобы коровы были здоровыми и давали много молока, нужен хороший уход, говорит Залва Тербулатова. Пока у нее всего 10 голов скота и есть первый приплод – 2 теленка. Начинающий фермер планирует увеличить свое хозяйство. Сайбежни лилордук до 30 голов, халдик дагаю, бычкеш даюх корю, откормих итош. Вишт эси бежни деш, лилу дагаю, каб дагаю. А началось все с республиканской целевой программы поддержки начинающих фермеров Чеченской Республики. В прошлом году Залва стала ее участницей и получила финансирование 1 000 000 рублей на развитие собственного хозяйства. Также в ее селе большой спрос на молочные продукты домашнего приготовления. Программа стартовала в прошлом году. Благодаря ее реализации более 280 начинающих фермеров получили гранты на развитие собственного дела. Работа продолжается, и Министерство сельского хозяйства Чеченской Республики готово рассмотреть новые проекты. Мы успешно справились с реализацией мероприятий программы в 2012 году, и на 2013-2014 годы тоже думаем также активно участвовать, заниматься отбором и поддержкой индивидуальных предпринимателей, глав крестьянских фермерских хозяйств. Небольшое поголовье скота, принадлежащее Залве Тербулатовой, находится на местной ферме. Временно, пока она готовит у себя дома навес, где сможет содержать больше 3 десятков голов крупнорогатого скота. Построит к весне, за счет чего она сможет увеличить масштабы хозяйства в 2 раза. Зайнап Умалатова, Самир Хаджиев. Новости. Ну а о том, что интересного происходит в стране и мире, мы узнаем из рубрики «Часовой». Слово Марьям Керимовой.
Возврат к зимнему времени нецелесообразен. К такому выводу пришли в правительстве России после нескольких месяцев обсуждения. Премьер-министр Дмитрий Медведев объявил, что поскольку однозначного мнения на этот счет нет, Россия сохранит действующий порядок. Депутаты, члены Общественной палаты и ученые считают, что точку ставить в этом вопросе рано. Отказ от перехода на постоянное зимнее время может привести к ухудшению самочувствия россиян, к росту их недовольства, уверены также опрошенные эксперты. В Тунисе возобновились стычки демонстрантов с полицией. Для разгона толпы применяется слезоточивый газ. В стране звучат революционные лозунги. Правительство отправлено в отставку. МИД России призывает российских туристов быть осторожнее и не посещать места проведения акции. Сигналом к началу первых за 2 года массовых выступлений в Тунисе стало убийство одного из лидеров оппозиционного Народного фронта. 6 бельгийских продуктовых магазинов получили в ящиках с бананами аккуратно расфасованные и проложенные между фруктами пластиковые пакеты с кокаином. Представитель сети заверил, что наркотики были обнаружены до того, как товар был выставлен на продажу, и направились прямиком в полицию. В общей сложности среди бананов было обнаружено 65 килограмм наркотика. По мнению стражи порядка, причиной инцидента стал вероятный сбой в системе трафика кокаина. По этому факту возбуждено уголовное дело. Наиболее распространенный наркотик марихуана может удвоить риск инсульта у молодежи, установили ученые из Новой Зеландии. Исследование включало 160 случаев ишемического инсульта или транзиторной ишемической атаки у пациентов в возрасте от 18 до 55 лет. Как свидетельствует исследование, инсульт развивался у потребителей марихуаны спустя несколько часов. Никаких других фактов риска, помимо курения табака, употребления алкоголя и других наркотических веществ, у пациентов не было. Свидетельства тесной взаимосвязи древних культур Великого Египта и Мираитского царства обнаружены на севере Судана. В сухой Нубийской пустыне археологи раскопали 35 пирамид, построенных приблизительно 2000 лет назад. Что касается внешней декоративной отделки пирамид, то она практически не сохранилась. Ко времени, когда до пирамид добрались археологи, многие погребальные камеры были разграблены, сохранив до сегодняшнего дня единственное сокровище – человеческие останки. И продолжаем выпуск. В Октябрьском районе все взялись за лопаты и веники. Здесь прошел массовый субботник. Территорию района сначала очистили от мусора, после чего приступили к облагораживанию. Работа по очистке придорожной и прилегающей к зданию администрации Октябрьского района территории проходила слаженно. Активное участие приняли все сотрудники. От мусора местность очищали и полицейские. كده دائما دقادو تو بطات علينا تدوش هنا اكتئاب سكريون مسيرة سنويتي ценула дقадо туда молодая тяга берки векона. Массовый субботник проходит по всему Октябрьскому району, а возле 12-й гимназии специалисты засыпают гравием участок дороги протяженностью 600 метров. Дэне Каримову, как и другим учащимся школы, попасть на занятия было непросто. Нередки были здесь и случаи травм. Теперь проблема с дорогой решена. К вечеру завершатся все работы. Санитарные рейды проходят и на территории 5-й клинической больницы. Весь персонал медучреждения ближе к обеду завершил очистку своего участка. Решена здесь и проблема с отсутствием холодной воды, которой не было уже 3 месяца. Усамбек Асламбекович Исмаилов. Мы его поставили в известность об этой проблеме, и он в течение буквально 3 дней решил нашу проблему. Нас подключили сразу к холодной воде, и помимо этого нам сделали дополнительный резерв холодной воды, подключили к центральному водоснабжению. Массовые субботники в столице стали уже доброй традицией. Благоустроить свой участок и сохранить чистоту на нем. К этому своим примером призывают жители, участники сегодняшнего трудового почина. Элина Дадаева, Таймир Хаджиев, Тамерлан Арсанукаев. Новости. На этом у меня все. Спасибо, что были с нами. Желаю вам удачных выходных.